Ребята, приехал к нам вот такой вот Альфа. Очень сильно жрет масло. Хозяин говорит. Сколько, говорите, жрет? 3000. Уже нет. На 3000? Уже все. 3000 проходил, масло полностью, щуп пустой. Ну и, конечно, здесь мы видим, что картина такая, что все закоксовано. Цилиндры прям вообще черные. Слой кокса очень большой. Система ЕГР никогда не чистилась на этом автомобиле практически. Если брать... Да, давай, помогай. Давай посмотрим клапана. Где мы вообще? Угу. Клапана посмотрим. Клапана вот такие все, тоже все закоксованные. Очень много кокса. Слишком прям. У него, видишь, маслосъем текет тут. Масло, видишь, вокруг есть немножко. Ага. Вот здесь есть. Ага. Как будто бы. Да, есть. Ну понял, оно сразу лачится. Лачится сразу. Вот тут видишь, какой потек? Вот Да. тут есть. Да. Здесь согласен. Ну есть. все, давай тогда крутанем мотор, первый, четвертый цилиндр и посмотрим сейчас. Если брать первый цилиндр, то уже более-менее, вот тут вот кокса поменьше, но он есть. Кокса поменьше, ханинговочка у него очень даже хорошая, есть немножко задиры. Давай-ка лампу выключим. Угу. Ну хон хороший. Он очень хороший. У него пробега-то не так много, 200 тысяч. Всего? И Да. сколько ест? 3 литра, говорит, до замены. 5 тысяч, да? 5 тысяч? Нет, 3000, уже все, пустой, говорит. Нифига. Ну, Это очень много. очень много. Ну тут больше, мне кажется, знаешь что? Тут, мне кажется, больше кольца. Я думаю, что кольца залегшие. Маслосъемы Залегшие бы, кольца. Да, маслосъемы текли бы прям сильно, Да. если за 3000. На прогревах много стоит? Да. Да? Ну знаешь, 5000. Давай последний цилиндр посмотрим. Там, по-моему, более-менее будет четвертый цилиндр. У него второй, третий самые плохие цилиндры. На второй, третий почему-то. Вот здесь тоже, видишь, кокса-то меньше, Да, чем более-менее. второй, третий. И давай посмотрим клапана. Задира. Ну, есть задиры. Есть. У него задиры во всех цилиндрах чуть-чуть есть. Ну, это нормально. Ну. Не суть как. Ну, по такому коксу, конечно, нормально. И нормально, слушай, вот этот цилиндр, клапана не сильно-то Тут и... даже, да. Ну вот тут это есть. Тут на стенках просто, вот. Ну все, в общем, Вот вердикт такой. маслосъемы. Все, в принципе, закручивай. Вердикт такой, что эту тачку мы вытащим. Мы его раскоксуем, и он еще будет ездить. У него динамика появится, масло перестанет так есть. Но здесь нужно сделать не просто раскоксовку, здесь надо сделать с заменой маслосъемных колпачков. Обязательно. Потому что если не поменять маслосъемы, такая картина может уже повториться на 50 тысячах после раскоксовки. Потому что масло начнет опять гореть и опять будет коксовать его. Так и так. Но, В принципе, раскоксовка на временно. но, От замены до замены тебе просто маслосъемы размягчит, они лучше станут, но итог такой же будет. да. Потому что через пару тысяч ему опять она придет и опять тысяч пойдет. Ну, короче, сделаем, если что. Что, приехал к нам сегодня этот Prius, который мы вчера делали эндоскопию. Сейчас будем заниматься очисткой цилиндров. Предварительно сейчас у нас моется масляная система. Загнали химию, все промывается. Обшибаем всю грязь изнутри. Двигатель уже все более-менее чистый становится. Важно очень, чтобы у нас сейчас помылось низ цилиндров, низ блока цилиндров и вверх, чтобы тоже был чистый. Почему? Потому что потом после всех работ мы будем проводить замену маслосъемных колпачков. Вот, и важно, чтобы у нас все было чистенькое. Валы, распред валы, ну и все как бы было в нужном состоянии заводском. Поэтому сейчас все это делаем. Потом будем цилиндры отмачивать. В общем, вот такая будет комплекс раскоксовки сегодня.
хороший. Совали мы Prius Альфу. Вот такой у нас уже цилиндр чистый. Ну, чуть-чуть водичка. Уберем это сейчас. Просушим. Вот так вообще вот первый цилиндр, если взять. Вот смотрите. Идеал. Новенькое все. Последний цилиндр сейчас посмотрим. Тоже он какой цилиндр чистый. Никакого кокса уже нету. Сейчас провернем, посмотрим. Более подробно сейчас посмотрим, как выглядят цилиндры. Вот такая вот уже чистота. Все раскоксовалось, отлично прям. Что было тут, вообще жесть. Ну, здесь сейчас грязь это отмоем. Сейчас еще пополоскаем его тем аппаратом. И все. Уже раскоксовалось. Видно, как раскоксовалось. Здесь тоже маслице сейчас уберем и все. Ну и верх покажи. Ну, верх сейчас домоется. Тоже, в принципе, все. Клапана. Под клапанами все чистое. А эту бахрому сейчас мы смоем. Она уже подорванная, просто надо смыть бензином и все. Ну, результат, я считаю, вообще хороший получился. Все отмыло. Сейчас будем прополоскаем его еще раз бензинчиком и все. И будем эту машинку заводить. Еще раз коксовали Альфу. Вон сейчас она дымит маленько. Пускай поработает. Меняем маслосъемы на Альфе. Вот так мотор отмылся. Прям вообще хорошо. Все чистенькое. Армен поменял почти на Альфе все маслосъемы. И вот видим, что отверстия просто вообще большие. Ну вот это впуск. Старое и новое. Охренеть разница, да? Угу. Оттуда все и дает. Конечно, они текут все. Выпуск то же самое. Вот и вот. Ага. Эти два. Ну все. Ну вот еще один автомобиль, которому дали продолжение жизни, двигателю 2ZR. Пробег у него, у этого автомобиля, сейчас скажу сколько, 201 174 километра. Маслосъемные колпачки были все полностью убитые. Масло жрало 3 литра примерно на 5000 километров, даже меньше, а? Но и все, в принципе, как бы вот такая тачка получилась. Раскоксовали цилиндры. Работает ровно. 2 дня работы мы с ней провели. Ну ничего, достаточно сейчас с него химия выйдет вся. И человек будет ездить, радоваться. Все, как-то так. Гибрид-центр рулит. Что хочу сказать, что не выкидывайте свои двигателя. Ресурс у них еще очень большой у 2ZR. Вот. Ну, просто они уже на протяжении там половины срока своей жизни они просто коксуются. То есть это еще не повод того, чтобы выкидывать двигатель и покупать контрактный, потому что контрактный двигатель он приходит ровно такое же состояние, пробеги уже сотка за сотку, там тоже уже много нагара, кокса. Даже если двигатель приходит с Японии, ну конечно там кокса поменьше, но тем не менее там он уже будет. И все равно придется проводить вот такие вот процедуры по чистке цилиндров, раскоксовке, чистке форсунки делать, ну и много-много чего, чтобы машина поехала как все-таки как без пробежка настоящая. Ну, по сути, без пробежки мы этим уже по 200 тысяч километров, да? Как-то так. Все. Давайте, ставьте лайк. Ну что, все. Клиент забирает Prius Альфу. Все. Что, температуру включаем.
Тихий стал. Ага. Набирает нормально? Газани так. Нормально набирает вообще. Ну, каким-то тихим стал. Ну, он, Не орет. но он и должен быть тихим. А раньше Он орал. почему орал? У него мощности не хватает, он орет. Оборотов до хрена, а толку мало, как говорится. Компрессии-то нету. А сейчас он на низах работает. Чуть-чуть дал ему оборотиков, он уже едет. Но самая главная задача, чтобы он прекратил жрать масло. Да. Все. Остальное Самое главное. фигня все. Масло не будет попадать в цилиндры, и он и коксоваться не будет больше. Thank you.